Здравствуйте, вечерний эфир ТНВ продолжает программу «Вызов 112». В студии Рамиль Галиуллин. О самых резонансных происшествиях пятницы в ближайшие 10 минут. Сегодня мы расскажем, как на трассе М7 легковушка столкнулась с многотонником. До конца проехать, остановиться, и в этот момент был удар. От кроссовера осталась груда искореженного металла. Как выжил водитель? Осмотрели, нормально. Увидим, как сразу два автомобиля стали жертвами гигантской дорожной ямы. Впереди лужа, кажется обыкновенная, но с подвохом. И покажем, где она находится. Любой клиренс не выдержит просто такого. И как сильно рискуют рыбаки, выходя на лед. Обстановка на водоходе в Татарстан крайне неустойчивая, крайне сложная. Узнаем результаты рейда МЧС по Волге. Все это и не только прямо сейчас. Начнем с Буинского района. Сегодня в селе Старые Тинчили погиб работник фермы. При трамбовке силосной ямы он упал с высоты. Мужчину с тяжелыми травмами увезли в больницу. Однако спасти его врачи не смогли. Настолько серьезными оказались увечья. Известно, что ему был 61 год. Буинская городская прокуратура организовала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Крупная авария произошла на трассе М7 в Высокогорском районе. Недалеко от поселка Озерный столкнулись грузовик и Хавейл. Со слов водителя фуры, он перестроился на обочину из-за загоревшейся ошибки на бортовом компьютере. И спустя мгновение почувствовал сильный удар. Затем увидел, как на разделительный отбойник вылетает иномарка. Водитель кроссовера, похоже, родился в рубашке, несмотря на то, что его автомобиль разбит практически полностью. Пошел к машине и скоро приехал. У Расиха Загидулина водительский стаж более 36 лет. Рассказывает, за руль большегруза сел 7 лет назад и за это время видел многое. Но такая серьезная авария произошла с ним впервые. В этот вечер он выехал из Казани, вез мусор на переработку. На трассе М7 у поворота на поселок Озерный он почувствовал удар и увидел, как на отбойник вылетел автомобиль. После этого большегруз остановился. Первым делом водитель добежал до разбитой машины, чтобы узнать, нет ли пострадавших. Осмотрели, нормально. На место прибыли медики, они осмотрели водителя иномарки. Каким-то чудом он выжил, оказалось, что отделался только ушибами и ссадинами. От госпитализации он отказался, удар пришелся на пассажирскую сторону. Сразу после столкновения Хавейл Джули он отбросил на отбойник. Судя по повреждениям, удар был достаточно сильным. От иномарки не осталось практически ни единого целого места. Повезло, что на пассажирском сидении никого не было, иначе последствия могли бы быть трагичными. На место тут же были вызваны дорожные службы. Большая спецтехника со световыми знаками перекрыла полосу, на которой находился разбитый кроссовер. Мы дорожники, мы приехали, чтобы чисто прикрыть. Тем временем водитель большегруза рассказал, как произошло столкновение. С его слов, бортовой компьютер многотонника выдал ошибку. Перед мостом перестроился в самый крайний ряд. То есть на обочину, да, можно сказать? Ага. Я хотел остановиться. С правой стороны выезжала машина, я пропустил машину и хотел до конца проехать, остановиться, и в этот момент был удар. Он предположил, что, скорее всего, водитель Хавейла отвлекся и стал уходить с полосы, а когда уже поднял голову, было поздно. Участники ДТП остались на месте дожидаться автоинспекторов. Именно им предстоит восстановить всю картину произошедшего. Нафиса Минязова, Анвар Шерифуллин, вызов 112. На пожаре в Набережных Челнах спасли женщину. Огонь вспыхнул в 12-этажном жилом доме по Цветному бульвару. Почуяв запах дыма, 8 человек эвакуировались самостоятельно и вызвали огнеборцев. Из горящего жилья вывели женщину. Пожарные потушили пламя на площади 3 квадратных метра. Причину возгорания устанавливают дознаватели. Два автомобиля стали жертвами дорожной ямы на улице Малая Заречная. Это в жилом массиве Сухая река в Казани. Повреждения получили Мазда и Ауди. Местные жители говорят, уже несколько месяцев страдают от этой ловушки. Под лужами ее не видно. Расстроенных автомобилистов выслушала наша съемочная группа. Я не тормозила, я эту яму не видела, она в луже просто. Автоледи рассказала, яму заметить невозможно. На улице Малая Заречная она скрыта под водой. Ее автомобиль провалился в нее одним колесом. Выйдя из салона, женщина заметила, что повредила бампер. Признается, если бы пострадало только колесо, возможно, она бы уехала до шиномонтажки. Но тут дело было куда серьезнее. Чтобы показать, какая глубина дорожной ловушки, она вооружилась обломком от другого автомобиля. Вероятнее всего, также пострадавшего на этом участке. Там
Буквально через несколько минут на этом же месте жертвой дорожной ловушки стала другая иномарка. Только ей досталось куда больше. Спокойно ехали в сторону города, ничего не предвещало беды. Впереди лужа, кажется обыкновенным, но с подвохом. Влетаем, нету бампера и нету больше фары. Помимо этого, Азат Галямов считает, что пострадали радиатор, крыло и нарушена геометрия колес. Они замерили яму. С их слов, глубина более 35 сантиметров, а длина около 2 метров. Любой клиренс не выдержит просто такого. Сотрудник близлежащего автосервиса говорит, что яма ему приносит много клиентов уже больше 2 месяцев. Но несмотря на прибыльность, он не раз обращался в народный контроль и просил ее отремонтировать. Я вам как человек, у которого здесь сервис, могу сказать, каждое утро отсюда езжу, каждое утро здесь кто-то оставляет либо бампер, либо низ бампера. Просто не все, наверное, да проблема уже с ноября месяца. Просто вот человека коснулось, поэтому решили что-то делать. Разбитые автомобили создали затор. На место были вызваны автоинспекторы. Стражи порядка зафиксировали ДТП. Сейчас владельцам предстоит установить, кто обслуживает этот участок дороги, и обращаться в суд. Сирина Васильева, Нафиса Минязова, Анвар Шарифуллин, вызов 112. МЧС республики предупреждает, в связи с аномально теплой зимой реки и озера Татарстана могут представлять серьезную опасность для всех, кто решит выйти на лед. Слышат ли эти предостережения любители зимнего лова? Узнаем из репортажа. Фарид Хайруллин присоединился к рейду спасателей. Даже беглый взгляд на акваторию Казанки намекает на причины этого рейда. Лужи воды на поверхности внушают опасения, хотя явно не всем. Обстановка на водных объектах Республики Татарстан крайне неустойчивая, крайне сложная. То потепление, которое пришло на территорию республики, оно негативно сказывается на качестве, структуру и толщину льда. То есть прямая угроза как рыбакам, так и любителям прогуляться на лыжах, прогуляться вдоль набережных. Измеряют толщину сразу в нескольких местах. Полученные показатели укладываются в допустимые значения, и несмотря на жутковатый вид водоема, на лед пока можно выходить без опасения. На данном участке акватории толщина льда составляет 35 сантиметров, что является безопасным для массовых людей на лед. Что кроме толщины влияет на прочность? О чем говорит, например, вода поверх льда на реках и озерах? Вода сверху говорит о том, что структура льда может изменяться. То есть лед будет приобретать игольчатую структуру, и прочность его будет уменьшаться. Мы поинтересовались у рыбаков, могут ли они показать какие-нибудь средства самоспасения. Гвоздей, шипов и кошек при себе ни у кого не оказалось, а вот веревки были. Нам стало интересно, как дела с осторожностью обстоят на самом деле, а не в тот момент, когда на тебя направлен микрофон журналиста. Которые рыбаки уже не первый год выходят, у них какие-то подручные средства есть. Это вот веревка, шипы или гвозди. То есть даже вот эти ледянки с длинной веревкой, в принципе, могут оказать первую помощь человеку. Вот, кинуть даже эти ледянки и потянуть его за веревку. Тот, кто провалился. Конечно, есть дилетанты, так сказать, новые рыбаки, они еще мало знакомы со всей этой культурой. Клевало сегодня плохо. То ли рыбу распугало судно на воздушной подушке, или по какой-то иной причине мало кто из рыбаков, получивших от МЧС брошюру о правилах безопасности, смог в ответ похвастаться добычей. Но один рыбак не только показал свой улов, но и поделился историей. У меня товарищ в прошлом году провалился. И как он выбрался? Я его вытащил. Рын был, палка. Я на берегу заранее нашел, где-то 1,5 метра. Вот благодаря ей я лег на живот, ему подал, схватился, потихоньку я его вытащил. МЧС рекомендует не гулять по тонкому льду в одиночестве и быть предельно осторожными в любой ситуации. Фарид Хайруллин, Альбина Минаева, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Рамиль Галиуллин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.